Здравствуйте! В эфире интервью на телеканале БСТ. И сегодня мы будем говорить о шахматах. Совсем скоро в Уфе пройдут суперфиналы чемпионата России по шахматам среди мужчин и среди женщин. И сегодня наш гость это Филюс Хамидович Ишбулатов. Здравствуйте. Во-первых, генеральный директор компании Гидельс Инвестстрой, ну и председатель Федерации шахмат Республики Башкортостан. Все верно. Ну как так вышло, что строитель занимается шахматами? Ну, скажем так, я с детства люблю шахматы. Мне нравилось в свое время играть. Сейчас, конечно, когда бизнесменом стал, уже времени больно-то нет поиграть, хотя иногда, конечно, играю. В удовольствие с друзьями, значит, дома. Просто в свое время, лет 7-8 назад, я открыл свой первый шахматный клуб. Это было в Инорсе, на Мушникова 28. И это не осталось незамеченным. Мне предложили возглавить шахматную федерацию Республики Башкортостан. У меня сейчас несколько клубов шахматных. Ну и в первую очередь мы объединили все частные клубы для занятий в одну большую федерацию. Составили программу, разделили наш регион на 4 части: север, юг, запад, восток. И прекрасным взаимодействием между собой в городах, селах и теперь уже даже в удаленных поселках, там, где есть школы, интернет. О предстоящих турнирах, это ведь, насколько я понимаю, самый престижный внутрироссийский турнир, суперфинал чемпионата России. Расскажите, как так вышло, что именно Уфа проводит столь престижные соревнования? Так не вышло. К этому мы шли и всей нашей большой шахматной семьей. И, конечно, такое право предоставляется не так просто за определенные достижения. На сегодняшний день у нас больше 15 тысяч постоянно занимающихся шахматом. В основном это подрастающее поколение, ученики школ, значит, и студенты. Значит, хотя и армия пенсионеров тоже не маленькая, скажем так. Мы с ними тоже занимаемся. Вот. Проведение в Уфе суперфиналов чемпионатов и мужского, и женского стало, скажем так, очередным этапом в развитии шахмат в республике. У нас очень большими темпами развивается сейчас, очень популярны стали шахматы. Вот за те 6 лет, что я руковожу шахматами, у нас было, когда я принимал шахматную федерацию, что-то вроде чуть больше 500 человек, участвующих в турнирах, то сегодня, как я уже сказал, больше 15 тысяч. Кстати сказать, в условиях пандемии, значит, как может не показаться странно, но мы были подготовлены к тому, что, значит, будет локдаун. Вот. К тому времени мы уже научились обучать детей, значит, особенно инвалидов, значит, которые не имеют возможности прийти в наши клубы, и мы уже умели, значит, взаимодействовать по интернету. Вот. Ну а в локдаун вообще просто песня. Я вам скажу так, что мы не просто там клуб на клуб в Уфе там, или в Стерлитамаке, мы уже соревновались между городами. Больше того, мы там, в последние недели локдауна зеленый дерби провели с Татарией, вот, так же, как и с Удмуртией, так что, как может удивительно показаться, но нам локдаун сыграл на руку. Дети остались запертыми дома, и просто невероятное количество участников определилось. То есть буквально, не скажу, если не навру, если вдвое вот в тот момент. Конечно, сейчас уже чуть поменьше, слава богу, локдаун закончился. Вот, но и сейчас очень много занимающихся шахматами. Расскажите, как будет организован турнир, где пройдут игры и в какие сроки? Вы знаете, председатель шахматной федерации Андрей Филатов в свое время предложил провести шахматный турнир в музеях, объединив, шахматы — это и искусство, и спорт, и так далее, и так далее. Ну и в музее, конечно, это все поддержал, в том числе и Геннадий Тимченко. Значит, более того, фонд Татьяны Геннадьевны Тимченко выделяет теперь средства на проведение этого. То есть призовые, не маленькие призовые. Могу сказать, что это 11 миллионов рублей. Значит,
как вы правильно сказали, мужской и женский. Что касается мужского, отдельно затрону. С участниками со всеми определились уже. Но в мужском есть... Никого не хочу, вот, дабы, значит, выделять, чтобы вот какие-то свои симпатии в чей-то адрес высказать. Но одного человека хочу отметить. Это Александра Горячкин, трехкратная чемпионка России. И впервые в истории Российской Федерации она будет играть в мужском турнире. Наряду с мужчинами. Ну, наряду с мужчинами. И теперь он уже не совсем мужской, как вы сами понимаете. Он теперь называется открытый турнир. Мужская часть. Женская есть женская. Там мужчин нет, только девушки будут играть. Вот. 74 раз будет проводиться, значит, среди мужчин, скажем так. И 71 раз будет проводиться среди женщин. Как я уже сказал, под эгидой будут проводиться турниры, будут проводиться шахматы в музеях. У нас есть замечательные музеи, шикарные просто. Совсем недавно музей Альбанова еще открылся. Но мы пригласили шахматных деятелей, чиновников. Они посмотрели, начиная с оперного театра и заканчивая нашими музеями. Им очень понравилось. То есть площадок более чем достаточно, где мы можем провести в нашем замечательном городе подобные турниры. Но остановились на музее Нестерова. Есть там технические требования определенные, значит, довольно жесткие, особенно у судей. Вот, кстати сказать, судья у нас будет Пустовский, наш замечательный педагог, судья, очень авторитетный человек в мире шахмата. Вот, мы его аж из Америки приглашаем. Он проживает в городе Бостон. Я хочу добавить к этому, что открытие и закрытие будет проходить в музее. За это время музей, конечно, не сможет принимать посетителей. Значит, основное действие будет проходить в гостинице Нестеров, отель Нестеров. Значит, как я уже сказал, достаточно жесткие требования, значит, там, к проведению. И приняли решение остановиться вот на этом. Во-первых, локация очень близко. Значит, и, конечно, в первую очередь требования подошли. 12 участников, как среди мужчин, так и среди женщин. Вкратце вот так. Среди них нет представителей республики. Были ли шансы у кого-то из наших шахматистов пробиться? В этот раз да. Но я отмечу Юлию Григорьеву, значит, наша звезда, теперь уже можно сказать. Она участвовала в прошлом чемпионате среди женщин. В условиях пандемии было принято решение проводить его в Москве, в доме шахмат на Гогольском бульваре. Значит, и она заняла предпоследнее место. Это очень неплохой результат, я вам скажу. Пробиться в 12 сильнейших очень дорогого стоит. Но мы над этим работаем. Я думаю, что у нас все впереди. Параллельно с этими турнирами пройдет еще мемориал Гумерова, насколько я знаю. Да, мы будем проводить мемориал Гумерова. Мы его много лет проводим. Гумеров замечательный наш педагог шахматный. В честь него назван этот турнир. Его дети, естественно, участвуют в этом деле. Значит, очень много учеников, последователей его школы. И для нас, мы, конечно, гордимся таким человеком. Значит, и в память о нем мы проводим этот турнир, конечно. Достаточно престижный, высокорейтинговый. Значит, у нас там будут гости. Кроме того, я забыл сказать, в день отдыха мы постараемся провести сеанс одновременной игры. Я напомню, что в феврале этого года к нам приезжал Сергей Александрович Корякин. Значит, он у нас был здесь. Мы его намеренно увезли сразу в Гафурийский район. Значит, и там он провел сеанс одновременной игры с сельчанами, жителями этого района. Ему очень понравилось, конечно, в Башкирии, значит, наши края, несмотря на то, что зима. И, конечно, наше знаменитое гостеприимство. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить администрацию Гафурийского района за оказанные
за то, что они такие гостеприимными оказались. Расскажите, как можно будет следить за турниром? Будут ли допускаться болельщики на игры и будет ли трансляция где-то организована? Нет. Как я сказал, в условиях пандемии довольно жесткие требования. Значит, зрителей, конечно, не будет. Значит, и без того там, в том числе пресс-службы и так далее, будет достаточно много народу, около 50 человек. Но теперь уже меньше 50 будет человек. Все это будет транслироваться по интернету. Кстати, Артем, скажу, что очень большой интерес к нашим чемпионатам, и мужским, и женским, значит, во всем мире проявляют. За ним следят. Недаром будет транслироваться как на русском языке, так и на английском. В мире шахматы — это нормальное явление. Практически все известные шахматисты свободно говорят на английском языке. Я летом был в Сочи и практически не слышал русской речи. Вот там проводился турнир, куда я тоже был приглашен в качестве гостя. Значит, не без гордости скажу, что вот совсем молодые люди, которые там были, свободно говорят на английском языке. Видно, что это совсем юный школьник, живо интересуется шахматами. Но вот они стоят на улице, правда, не в залах, конечно, разговаривают с явно не русским народом, свободно говорят на английском языке и обсуждают шахматы. Всегда, когда проходят крупные соревнования в нашей республике, в Уфе в частности, мы говорим о том, какой это эффект может дать развитию того или иного вида спорта в регионе. Расскажите, шахматам что даст проведение суперфинала? Ну, я уже сказал, это, во-первых, определенное достижение для шахматистов нашей республики, не только Уфы. Значит, это доверие Уфы, то есть мы способны проводить подобные турниры. Не раз мы уже провели вот вышеупомянутый турнир. У нас был даже рекорд. Мы однажды ребятишек собрали в здании ВДНХ почти 500 человек. 498 участников было. Значит, все это одновременно за столами. То есть технические возможности у нас в республике к этому есть, в том числе в городе Уфе. Что нам это даст? Задача номер один — популяризация шахмат. Пользуясь случаем, хочу высказать слова благодарности правительству нашей республики. Шахматы в школах, значит, программа «Взлетай». Мы еще лет 5 назад начали заниматься продвижением шахматы в школах. По той простой причине, что шахматистам не нужно какие-то залы, дворцы спорта, достаточно помещение теплое, уютное и там, где есть интернет. Совсем не обязательно, значит, быть тренеру рядышком, хотя это желательно. Кроме того, мы очень много учителя, вернее больше 200 педагогов, сертифицировали их, обучили, скажем так, обучению игры в шахматы. То есть это вот в самых даже удаленных теперь районах есть педагоги, которые тренеры, значит, которые могут заниматься ребятишками, нашим подрастающим поколением. Все это однозначно позитивно скажется на наших шахматах и на развитии, конечно, подрастающего поколения. Это живой интерес, прям не просто интерес, азарт, скажем так. Спасибо большое за интересную беседу. Будем внимательно следить за суперфиналами чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин. Я напоминаю, что у нас в гостях был Филюс Хамитович Ишбулатов, председатель Федерации шахмат Республики Башкортостан.